Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали первыми в гонке преследования в рамках рождественской гонки. Соревнования прошли в германском Рупольдинге. Ранее в понедельник Павлова и Елисеев победили в масс-старте. Россияне преодолели дистанцию за 33 минуты 6,4 секунды, допустив 2 промаха. Второе место заняли немцы Франциско Пройс и Симон Шемп. Третьими к финишу приехали их соотечественники Денис Херман и Бенедикт Доль. Российские спортсмены стали лучшими в рождественской гонке в 5-й раз и теперь лидируют по этому показателю вместе с норвежскими биатлонистами. Молодежная сборная России по хоккею уступила команде Чехии во втором матче этапа чемпионата мира и потерпела первое поражение на турнире. Встреча завершилась со счетом 0-2. Шайбы в составе победителей забросили Филипп Кофер и Мартин Ланг. Российская команда набрала 3 очка после 2 матчей в группе «Б». В первой встрече на турнире подопечные Игоря Ларионова победили команду США со счетом 5-3. В следующем матче российская команда сыграет против австрийцев. Встреча пройдет 30 декабря. Московская «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги обыграла московский «Спартак». Матч прошел в Москве на ЦСКА-арене и завершился со счетом 0-6. В составе гостей хэт-трик оформил Дмитрий Яшкин. По одной шайбе забросили Андрей Миронов, Михаил Чайковский и Вадим Шипачев. Бело-голубые занимают 4-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 40 матчах. «Спартак» идет 7-м с 44 очками в 40 встречах. В следующем матче «Динамо» 30 декабря на выезде сыграет против подольского «Витязя», а красно-белые в тот же день примут «Динамо» из Риги. Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси не намерен вести переговоры с другими клубами до окончания сезона. Комментарий аргентинского футболиста приводит газета «Мундо Депортиво». Контракт Месси истекает 30 июня 2021 года. Напомним, Месси является воспитанником Барселоны. Его дебют за основную команду состоялся в 2004 году. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, 6-кратным обладателем Кубка Испании, 8-кратным обладателем Суперкубка страны, 4-кратным победителем Лиги чемпионов, 3-кратным обладателем Суперкубка УЕФА и 3-кратным победителем клубного чемпионата мира. 15-летняя Тунара Федорова выиграла чемпионат Якутии по шашкам. В Республиканском шахматно-шашечном центре завершился чемпионат по стоклеточным шашкам высшей лиги среди женщин. Борьбу за медали вели 13 сильнейших спортсменов Якутии. По итогам 4 дней соревнований новой чемпионкой республики стала мастер спорта России Тунара Федорова. Серебряную медаль завоевала международный гроссмейстер Наталья Шестакова. Бронзовую медаль выиграла Сандара Апрасимова. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!